Любой город, и Барнаул в том числе, как живое существо, вовсе не обязан развиваться по каким-то строгим правилам. В нашем городе бывают улицы, словно бы устремленные в будущее. И улицы, которые будто замерли в своем 19 или даже 18 веке. А есть улицы, которые словно бы не определились, из какого они времени. И сегодня мы прогуляемся по одной из вот таких улиц. Добро пожаловать на Партизанскую. С 19 века Коряковская, потом Полковая в честь столетия Барнаульского стрелкового полка. И, наконец, с 1927 года Партизанская в честь красных отрядов гражданской. Тянется от берега Ковша, от Промышленной улицы, почти до самого старого воинского кладбища. В самом ее начале кажется, что попал в деревню, разве что криков петухов не хватает. Едва к этому привыкаешь, как раз и начинается стеклянно-бетонный мегаполис. Партизанская улица контрастов, и, наверное, в этом ее особая прелесть. Но оказалось не только в этом. Уже знакомый нам историк Даниил Дегтярев открыл еще одну тайну. Там, где улица пересекается с Ленинским, когда-то была площадь, и непростая. Мы знаем о том, что Ленина у нас назывался Московский проспект. Но почему он московский? Потому что с него начиналась дорога в сторону Московско-Сибирского тракта к Томску. И здесь в застройке даже это видно. Казармы бывшего Барнаульского полка, сейчас это Барнаульский юридический институт. Почему-то две казармы, вот самые большие, стоят по Партизанской вдоль улицы, а еще одна находится к ним углом. Потому и находится углом, что она ориентирована на Московский тракт. А совсем рядом с приметами былых эпох тоже история, но уже современная. Знаменитые «Три богатыря». Помните ли вы, что когда они только появились, многие горожане ругались, сетуя: «Это же не дом, это безобразие». А сейчас вопросов нет. Красиво. Более того, многие современные высотки, конечно, очень сильно уступают этим трем богатырям по эстетике, по красоте. Да? А вы знаете, кстати, вот мы сейчас идем, солнце нам светит, но лет 100 назад эту сторону улицы не назвали бы солнечной. Почему? А потому что тогда не было у улиц четных и нечетных сторон. Стороны были солнечные и подсолнечные. По числу сохранившихся дореволюционных домов, зажатых новостроем, Партизанская может сравниться разве что с Анатолия. Дегтярев объясняет: дома двухэтажные, каменный низ. Все говорит о том, что люди здесь жили не бедные. И до революции, и после. А вот табличка последнего адреса, свидетельство того, что однажды чекисты увезли отсюда человека безвозвратно. Еще одна примета своего времени. А вот про историю этого дома, расположенного на углу Соца, знают немногие. Это один из сохранившихся дореволюционных каменных домов на улице Партизанской. Принадлежал он достаточно состоятельному человеку, купцу Михайлову. На первом этаже здесь находилась лавка, в которой торговали всем подряд, но в основном овощи, фрукты, продукты питания. На втором этаже жил сам купец Михайлов, сдавали квартиры в наем. Такой типичный городской дом на крупной улице. А вот знаменитый долгострой. В 80-х его начинали строить как универмаг с первым в городе эскалатором, а в 2000-х сдали как очередной торговый центр. Продолжаем путь, и чуть дальше, ближе к зданию епархии на Ядринцево, останавливаемся. И снова открытие. Оказывается, здесь тоже когда-то была одна из важнейших площадей города. Собственно, мы находимся на том самом месте, которое 10 марта 1917 года получило название Площадь Свободы. Именно здесь, в Барнауле, была в честь февральской революции переименована одна из площадей, а именно Новобазарная. Вот она находится слева от нас, переименована в Площадь Свободы. Даниил поясняет, Соборную площадь, что на Старом базаре, переименовали в Свободы гораздо позже, и поэтому историки порой путаются, где именно произошел тот судьбоносный митинг. В 30-е годы эту площадь стали застраивать. Когда этот детский садик строили в 1936 году, здесь вокруг был только вот частный сектор, там за этим детским садиком озеро, и местные жители вообще спрашивали, что это за дворец тут строится. И когда они узнали, что это строится детский садик, все были очень удивлены, что это дворец для детей. Вот такая простая и такая непростая улица Партизанская, как, впрочем, и многие другие улицы, строения, закоулки Барнаула. А на этом сегодня мы нашу небольшую прогулку заканчиваем, и в следующий раз прогуляемся по новым известным и не очень местам города Барнаула. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.